Балетная труппа пока полностью выучила лишь несколько номеров. Времени мало, работа кипит. Ставят «Подари мне детство» хореографы из Москвы. Нина Мадан и Вячеслав Пегарев – лауреаты российских и международных конкурсов. Очень важным направлением в работе театра – это поддержку творчества современных авторов, современных хореографов, молодых профессионалов на сцене. Именно поэтому мы решили реализовать этот проект. Работой труппы супруги хореографы довольны. По их словам, артисты полностью отдаются балету. Работать со своими артистами и с теми, которыми ты уже не один год, проще, быстрее, и всегда можно что-то, сроки укорачиваются. А когда новые артисты, это всегда тяжело, потому что в первую очередь это общение, это притирки друг к другу, учитывая еще то, что я все-таки еще достаточно молодая, на меня все смотрят тоже как на ребенка. Тяжело в этом отношении. В жизни для меня быть как вот хореографом в какой степени, руководящая должность с артистами балета. Вот. И приходилось сначала вот именно понять друг друга и познакомиться. На это тоже уходит время. Вот. Но ребята настолько доброжелательные, талантливые, способные. И самое, что для меня очень важно, это их трудолюбие. Композитор Михаил Герцман на репетиции побывал лишь раз и был поражен работой двух балетмейстеров. Была массовая сцена, и, значит, Вячеслав работал с мальчиками, значит, Нина Михайловна работала с девочками. И вот там, я как раз такой момент застал, они там должны, это называется гребенка, когда сквозь друг друга они проходят, и там лбами пару раз столкнулись. Но я бы уже, как будучи знатоком мата, я бы объяснил, что вы неправильно делаете, ребята. Это было очень спокойно. Возможность работать над балетом с композитором молодые профессионалы оценили сразу. Такое бывает редко. По их словам, музыка Герцмана не похожа ни на чью другую. Поэтому и работать интересно. Хотя балет дался Михаилу Львовичу нелегко. Возникли сжатые сроки. Написан он за 42 дня. И я настолько выложился, что сейчас, вот если меня попросили напеть какую-нибудь тему, допустим, из этого, вот что, я не смогу это сделать. Я выплеснулся весь, и меня ничего нет. Музыки юмор также искрометен, как и у самого композитора. На примере зрители ждут сюрпризы и прямо из оркестровой ямы. Музыканты изучили пока только половину балета. С завтрашнего дня у нас начинаются совместные репетиции с балетом, с артистами балета. В целом где-то запланировано 8-9 оркестровых репетиций плюс сдача спектакля. Темпы, конечно, у нас олимпийские, чемпионские. Через 10 дней мы даем премьеру. Пока идет вроде бы все в штатном режиме. Думаю, что все получат большое удовольствие. Как участники спектакля, как артисты, музыканты, так и зрители. Интрига в спектакле есть. И музыкальная интрига тоже. Я думаю, будет очень-очень интересно. Авторская музыка, либретто, пластика, сценография. Мотивы «Маленького принца», тема дружбы, любви, детств, проблемы детей и родителей. Кстати, в роли «Маленького принца» Елена Быкова не просто балерина, а актриса. Эта уже тема лежала года 2 в голове. «Маленького принца» книжечку-то возил с собой все время, сказать, в отпуск. Вот. А суть для меня была очень важна. Прочитав Экзюпери и поняв, что ключевое слово там «маленький», то есть он там повторяется сотни раз, да. Леону Верту в посвящении, когда он был маленьким, название «Маленький принц», «Маленькая планета», «Маленькие барашки», нарисуй мне маленькую, он не поместится в эту маленькую коробку и так далее. То есть, понятное дело, что речь идет, сказать, не только о детстве, да, а о извечном конфликте родители-дети, да, и очень было важно найти квинтэссенцию вот эту щемящую Экзюпери, да, сказать, а что же там на самом деле это произошло. И вот это, сказать, нереализованная детская мечта, когда взрослые, а мы зачастую детей слышим мало, я и как отец могу сказать, да, это потом как-то приходит. Мы часто детей не слышим, не хотим слушать, а их надо просто остановиться и лишний раз послушать, потому что дети очень много чего полезного и ценного говорят. Именно поэтому премьера балета будет интересна для детей и взрослых. Первые постановки пройдут 16 и 17 февраля. Анастасия Тюрина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.